Приветствую, друзья! Программа «Просто вкусно», канал Якутия-24. С вами Петр Цепандин. Семен Тарбахов, как обычно, со мной. И мы находимся в ресторане «Лызики». И к нам сегодня в гости пришел мой хороший знакомый, создатель первого якутского бренда подгузников Андрей Босиков. Андрей, приветствую. Приветствую. Здравствуй, Андрей. Познакомьтесь с Семеном. Что у нас сегодня будет, учитывая, что мы нашу передачу называем «Просто вкусно», кулинарный концепт, кулинарный ток-шоу? Ну, сегодня будем готовить дым-лама, либо же говорят дым-ляма. Иногда говорят «дим-ляма». Да, вариаций очень много, Вариаций очень много. Да. но в целом это такое вот простое блюдо, но занимает больше времени на подготовку. И, в принципе, этим мы сейчас Да, начнем. а почему Продукты очень простые. выбор, почему пал именно на это блюдо? Потому что оно очень вкусное, во-первых. Да, потому что мясо, во-первых. Да, Очень да, важно, мясо. Очень важно. И набор ингредиентов, он супер простой. Ага, То есть он казалось бы. есть в каждом там овощном ларьке. Ага. Да-да. И он очень, реально простой. Вот сейчас вы посмотрите во время приготовки. Да. Как и вариации названий, вариации рецептов совершенно разное количество. Различаются. различаются. Ну, есть канонический, допустим, рецепт плова, ну и то спорят узбеки, таджики, говорят, вот так можно, вот так неправильно, вот так это. Парадомлему, то же рецепт самое. какой, откуда взят? То же самое, да. Стандартный рецепт, наверное, еще включает в себя, вот помимо этих продуктов, еще и капусту. Но так как я сам лично не особо люблю капусте? капусту, да, поэтому я капусту не ложу. Внес свои изменения. Да, и также еще есть вариации, когда вот мясо нарезают и жарят сначала, потом уже добавляют овощи. да. Но моя вариация она такая, то что вот послойно перед жаркой мы будем просто сложим, потом накроем потом уже крышкой, вот так, да. и он будет уже стоять. Да, я знаю, что это готовится не очень быстро. Мы, конечно, во время съемок возьмем паузу, но я предлагаю начать. Да, Да, с давай. чего? Да. Потому что я слышал, вы до передачи, до съемок с Семеном обсуждали, кто Да, что мы немножко ответственный, зону подискуссировали, ответственности потому что у уже меня определили. Да, Тоже Да. были вопросы, почему вот так, почему так. Почему Но так, потом почему мне так, и не объяснили, это. что это такая вариация есть. Я такой, в принципе, согласились. Хорошо. Мы начнем с мяса, например, тут должна быть средняя такая нарезка, такая произвольная, да? я с лука. как это. Да, а С жирком гораздо лучше, потому Андрей что... лук. лук, Да. лук полукольца. Да. Полукольцами, да. И пока, ребята, вы занимаетесь, я тоже должен выполнять свою работу, и поэтому первый вопрос. Андрей, пожалуйста, расскажи нашим телезрителям, ну и нам, соответственно, кто ты, что ты, откуда ты, и немножко историю про себя немножко, пожалуйста. Ну, если рассказать про себя, то я родился в селе Мая, Мигино-Кангаласского района. Я тюмблюзский. Ну да, да. Мы знакомы. Будем Да там же закончил. делать вид, что, серьезно, да, мы, оказывается, же земляки. Да, мы земляки. Там же закончил школу. Ага. В 2010-м закончил школу, после этого я поступил в университет СУФУ. Кстати, я по образованию инженер-строитель. Так. Закончил ИТФ? ИТФ. Ну, Так. тогда ИТФ, а сейчас ИТ называется. Да, по-моему. Инженерно-технический институт, Да, был да, факультет. да. После, отучился 5 лет, кстати, я был последним этим специалистом, после этого уже начались вот бакалавр, магистратура. И после Изменения этого, внеслись, изменения внеслись. Получается, Баллонская потом система. в 2015 году я пошел служить, отдавать долг, так скажем, родине, Так, в в армию? войска. Да, в армию. Отслужил год, и после этого 2 года проработал по специальности. Я работал в строительной компании. Ага. Конкретно начинал, мы внутри себя, строителей, называем песочниц. Так. То есть конкретно с Ну, то есть производства. прямо с полей. С полей, да, с Ну, в прораба. кавычках обычно говорят поля. Ну, то есть изнутри начал узнавать вообще, что как. Да. Так. Потом в 2 года проработал, и в 2018 году произошел первый такой, так скажем, пивот жизни. Да? Мы со своим партнером, другом, основали первый свой стартап JobJob. Джоб, да. JobJob. Это, Да, это насколько сервис мне известно, это такое мобильное приложение было по агрегатор по поиску работ. работ. Да. Да. Да, мы этим занимались параллельно, да, у нас были там основная работа, но это считался как у нас, говоря, пэт-проект, да, сейчас модно так говорить. Да. Да. Ну, стартап. Стартап, да. Стартап, да. И развивались довольно-таки быстро, уверенно, бурно, так да. скажем, да. Очень много было пользователей, и в 2019 году, к концу 2019 года,
Наш стартап выкупила компания InDriver. Да. Тогда InDriver, сейчас InDrive. InDrive. Да. И, как правило, выкупила вместе с нами, проще говоря. Да, оперативники перешли туда, скажем так, да? Да, То есть да, вы да. тем- Мы, как сооснователи компании, вместе с компанией перешли в состав команды InDriver. Ага. И уже с конца 2019 года по 2024 год я работал в InDrive. Мгм. Да, само собой, в 2022 году была релокация, но компания переехала. Да-да-да. И, соответственно, вместе с командой мы переехали в Казахстан. Я там 2 года Да, прожил. и там работал. Да, до января Ну, как 2024 года. говорится, можно сказать, жизнь помотала, да? Чуть-чуть. Да, нет. Ага. Так. Что было дальше? Ну вот мы, возвращаясь именно к подгузникам, откуда идеи и все прочее, когда это все зародилось? Вот. Все это зародилось, когда я еще, наверное, работал в InDrive, потому что в InDrive мы занимались так называемым... Обильно лук, я смотрю. Обильно да, лук, давай да. здесь Первый слой расскажем это лук. Ну, вообще. получается, залили немножко растительного Масло? масла, потом мы заливаем первую часть лука, Да. затем мы закидываем Закидываем мясо. всю часть, да? Да. Всю часть сразу. Ну, Это у нас говядина. То есть отличие в том, что сразу не жарится. да. Все закладывается? Все а потом- закладывается, а потом уже А, тушится. ну, Как мы обсуждали, у каждого своя вариация. Кто-то Да. мясо Да, жарит. да, я не Мясо говорю, что это там. плохо или И хорошо. по мясу тут абсолютно хорошо. любой подходит. Хорошо, И тоже жеребятина сказал. тоже отлично вообще. Жеребятина, ленина, ну, как говорится, тогда надо будет резать овощи чуть меньшим размером, потому что у нас жеребятина и ленина мягкие. Да, а тут говядина. Ну, Да, тут чуть-чуть может дольше. чуть больше соли, потому что, особенно чисто на мясо, потому что все это через наше парообразование, Да. все это смешается. Соль, потом Перец. смесь Вот тут, перцев. смесь немножко таких, как говорится, Что там есть? восточных трав тут. Немножко паприки, немножко кориандра, немножко зиры, хлопья чили. Это вот так. Это вот. всё пойдет. Ну, как бы- Придать характерный Да, характерный аромат. этот специалитет, потому что, как ни крути, это все-таки восточное блюдо. Ага. И, как говорится, вот такую легкую нотку можно добавить. И потом сверху Опять лук. да, Да. вторую часть Так. лука. В это время я должен быстренько нарежу помидор, тоже И всё картошку. слайсами. Картошку еще. И перец, и морковь. Ага. Ну, потом следующий слой это картошка идет. Она Картошка. тоже слайсами нарезается. И Желательно это все боками, да? готовится так называемым парообразованием. Да? Мы Да. плотно ее закрываем. И, может, для многих будет знакомо методом так называемого, может быть, можно сказать, конечно, как афганский казан, который плотно, потому что мы закроем еще фольгой. А вот Все это, это да? плотно закроется. Да. Плотно закроется. И получается так. Я сейчас выкладываю. или- Нет, А, пока- да. я сначала картошку Картошку. выкладываю. Да, тоже нарезаем Тут, слайсами, конечно, можно раскладываем. посмотреть так. Есть земляма, басма, они очень похожи, да? Кто-то еще может путает там с хашламой тоже, да? Но принцип то, что это особенно готовится в казане, в классическом варианте. Да. Особенно на на свежем воздухе. Да, И да, это такой называемый, некоторые еще называют ленивый жаркой, потому что это все большими кусками. Положил и можно И забыл. заниматься другими Можно вещами. забыть, да. Шашлыками пошел заниматься. Я, Быстренько, кстати, на даче как готовлю. говорится, быстрый жар дать, чтобы там все у нас, как говорится, физические действия такие пошли. И, можно сказать, чуть ли не на углях там на час забыть, пойти своими делами заниматься. На И- медленном очень огне, чтобы Да, она и не томилась. беспокоясь, то, что там что-то подгорит и все. Потому что всегда в больших случаях ты открываешь, и там всегда такой хороший насыщенный бульон. Потому что там идут крупные у нас Всё овощи, пропитывается, мясо, всё пропитывается зелень, друг другу. Особенно если Я свежая знаю, зелень. ты очень любишь это слово, все ингредиенты поженятся. Поженятся, Поженятся, да. Но в целом, да, после того, как все разложим, я обычно полстакана воды добавляю. В классическом варианте его не было. Вот когда первый раз, как раз таки смешная история была, мы посмотрели где-то на телевидении, что ли, или в YouTube, посмотрели рецепт, и они там воду не добавляли. Так. Мы также сделали, и у нас все подгорело. Ну да. Да. После этого мы начали там. На классическом очень много масла кладут. Прямо на масле жарят. Ну, не в классическом, да, в каких-то вариациях, я бы сказал, правильнее. Да, ну что ж, друзья, давайте закончим с докладыванием, да, уже? Докладыванием. Такое слово бывает вообще? Докладывать. Сейчас вот Давайте картошку докончим. докладем, быстренько. доложим. Последняя осталась. И картошка. После этого после- перец. Перец. В любом, как угодно. Это можно. Ну, тоже, наверное. Можно вот просто вот Да, Поломать. можно так.
Большими можно кусочками, тут да? соль Потому что она же забываем. как-то так, практически, если долго будет стоять, она же исчезнет почти. Ну или превратится в такую Да. мягкую субстанцию. Опять солимся, Каждый слой желательно посолить. подсаливать, Да, чуть-чуть. проперчивать. Да. Ну вот я обычно вот картошку именно черным перцем Мгм. добавляю. Ну то есть не красный, не смесь перцев, а именно черный. Чуть-чуть. И помидоры, да? Морковку. Морковку забыли. Да, Семен, ты можешь вторую морковку порезать. Ну, Тоже такими, слайсами. тоже такими же слайсами. Да. Также раскладываем. Ну да, время приготовления каждого ингредиента ну, плюс-минус схоже. Да, и поэтому имеет смысл все одинакового размера делать. Ну и как будто бы вот раскладывая, есть такая логика, то что чем дольше варится тот или иной продукт, ингредиент, то он закладывать- ниже. То как ниже, будто. да. Конечно, картошка больше всем будет готовиться. Теоретически морковку же можно и сырой кушать. И перец тоже, а почему нет? То есть их достаточно нагреть, чтобы уже потребить пищу. Мгм. Да-да-да. И потом И помидоры. потом уже помидоры сверху. Помидоры, они Потом соль. сок упадет как раз. Да. Солим, перчим И на огонь. и на огонь. Да. И стоим, 20 минут на сильном огне. ага, как закипит. Да. Полчаса на слабом огне. Ага. Ну, И крышку вообще не открываем. вообще не открываем. То есть практически вот да, как вот говорили, ленивый и жаркое, вот собственно и плюс-минус готовы. Да, не забыть водичкой. Да, водичку обязательно. Водичкой. Иначе Полстакана не воды, вкусит. говорили, да? Да, полстакана. Я смотрю, ты Как подготовил. раз таки есть. Вот Водичка по боку заливаем. залили. И фольгой. Да, накрываем фольгой и на огонь. Так. Ага. Конечно, отлично, если ну, готовить в казане, казане. на открытом воздухе, это вообще. Да, 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 шикарная тема, история. тема. Ну, здесь я практически тоже уверен, что качество ингредиентов, продуктов у нас отменное. Будет очень вкусно. Да. Испортить очень сложно. Да, Мы практически делаем такое. невозможно. А, вот так. Одну дырочку. Ага. Как кальян, конечно. Так. Как человек, который один раз курил кальян, я могу сказать, И что вот так плотно закрываем крышкой. видел, как это делается. Да. Такое. И бах, огонь. И Да, и засекаем поставили. время. Все. Главное, огонь через 20 минут поубавить. Ага. Ну, чуть-чуть. Поменьше Да, сделать, на ну, слабый почувствовать, что как он закипит, потому что мы, как говорится, мы же туда не заглядываем, мы услышим. Итак, наша демлема Готовится? готовится, и мы продолжаем нашу беседу. Андрей, да, ты упомянул, что первая идея возникла, когда Да. ты работал в компании InDrive. Да. Каким образом? Это Ну вот, что побудило? в InDrive мы занимались тестированием различных гипотез. То есть InDriver, который сегодня, это не только поездки, Да. и сейчас он называется даже InDrive, да? Ну, поменялось чуть-чуть. И мы тестировали различные гипотезы, в том числе в части электронной коммерции. Так, А именно, да, e-commerce. e-commerce, да. В частности, мы тестировали так называемые групповые закупки. Так. Когда есть один человек, он собирает со всех своих соседей ну, то, что им надо, продукты, и поставщик уже по оптовой цене ему привозит. И люди покупают как будто бы по оптовой И цене. это очень сильно сказывается на цене. На цене, да. На цене, потому что Потому что цена вот в магазинчиках у дома, в супермаркетах и так далее, ну, обычно с прибавкой там 20-30% минимум. да, В зависимости потому от что товара. им нужно арендовать магазин, нанимать продавцов Да, и само все собой. прочее, Да. охрану, склады, чего только нет. А тут Налоги практически платить дополнительные. человек, который организовал групповую закупку, он берет только комиссию небольшую, там Да. до 10%. Свою. Да, он у себя дома хранит, и просто соседи И приходят сколько ему забирают. нужно, он берет у поставщика напрямую. Да. Так? Да. И Такое ощущение, как будто я это знаю все. нет, само понятие как групповые закупки, оно существует очень давно, оно всегда есть. Да, да, да. Ну, говорят, зародилась в Китае, но тут, конечно, это вопрос Ну да. дискуссионный, да, Да. где, когда зародилась. Но в целом идея появилась тогда. Вот именно наши вот лидеры, так называемые, ну, их тогда называли лидерами, были все мамочками, которые Так. работают дома. Ага. И для них это была отличная возможность подзаработать дополнительный доход в копилочку семьи. Мгм. Ну, свободное от смотрения собственных детей, Да. у них вроде как бы время освобождается, и они могут себя занять. Ага. Так, так. И в это же время я познакомился с
с компанией, которая называется «Мама знает». Так, Это что такое? казахстанский бренд подгузников, которая работает по принципу сетевого маркетинга. То есть, когда есть условно вот мамочка, тот же групповой лидер, она выступает в роли партнера, покупает оптовую партию по оптовой цене у производителя Производи напрямую. и потом продает по своим каналам. Мгм. То есть там своим подругам, создают там какие-то группы, чаты в социальных То сетях есть и так далее. появляются стихийные рабочие места. Да, совершенно Да, верно. да, да. И как раз-таки вот здесь, наверное, у меня в голове щелкнуло то, что а почему мы так не делаем? Да. Собственно, Ну-ка. почему? Так. У них получилось, у коллег наших. Так. Почему у нас не получится? Ага. И уже вот в январе 2024 года я уже с твердой уверенностью вернулся обратно в Якутск, Так. начать это делать. Ага, и начал делать. С чего ты начал? Как правило, все началось с обсуждений. Вот с тем же партнером, да, с которым мы работали вот по JobJob, Семен, я ему озвучил свою идею, говорю, вот есть такие-такие ребята, занимаются так-то. Он говорит, прикольная идея, давай попробуем. Мгм. И все. Вот условно вот и в январе, феврале мы это обсуждали, смотрели заводы, какие заводы есть в Китае. Да, Так, да. так. То есть, ну, информация по заводам, она довольно-таки открытая. Ты просто идешь в магазин, берешь любую пачку подгузников, и там обычно завод написан, Ага. указан. То есть позвонили и сказали, ребята, а вы делаете подгузники? И они сказали, да, мы делаем. И вы? Нет, Грубо нет. говоря, так. Нет, Ну, а то есть мы... как происходило? Вот, мы условно закупили все бренды, которые у нас есть, по одной пачке, самой маленькой пачке, и на упаковке уже было наименование заводов. Эти заводы мы все выписали, и каждому заводу мы написали на электронную почту. А потом мы поняли, то, что да, вот покупать было лишнее, на самом деле есть реестр открытый, да, где можно оказывается. все вообще, да, всех производителей увидеть. Ну, это узнали Но, уже с другой чуть стороны, у позже. вас были дети, на которых вы могли эти подгузники и применить. Да, как раз таки вот У Семена, да. у Семена, у его семьи родилась вот младшая дочка, Ага. второй ребенок, и она как раз таки была в то время 5 месяцев. Ей было 5 месяцев. Ну, как раз таки вот возраст, когда вот они носят подгузники. Ну, вот мы созвонились там буквально с 10 заводами. Несколько заводов нам отправили свои прайсы, свои условия и так далее. И в итоге мы выбрали один завод, нет, 3 завода. Сначала выбрали из 3 заводов, из этих 10 мы скомпоновали 3 завода, потом заказали так называемые сэмплы. Сэмплы — это образцы. Образец, 7. Да. С каждого завода, ну там примерно по 20-30 штук вот, образцов там. То есть они, скажем так, идут навстречу к этому? Конечно, Да, это да, в их интересах продавать. Ага. Поэтому они совершенно бесплатно до твоего адреса в любую точку мира по почте отправляют. Так. Эти сэмплы ты получаешь, и после того, как мы получили эти сэмплы, мы создали так называемую первую фокус-группу из наших мамочек, Так. которые согласились участвовать в нашем эксперименте, Где брали в нашем этих мамочек? тестировании. Через, так скажем, личные знакомства. То есть, Сарафанное радио. Сарафанное радио, да. То есть у каждой мамочки есть такая вот великолепная, ну, крутая штука, да. Если ребенок рождается, ну, скажем, там, в марте, Мартовский. есть группа мартовский. Январский. Да, январский, февральский. Это нормально. И вот, да. вот Ну, через все такие группы. состоят в некоторых группах. Да. Ну вот собрали фокус-группы, Ага. и там набралось порядка с 50 мамочек. Да, это Да. много. Это много. Ну, и у нас и образцов было много. И чтобы исключить варианты, когда, ну, вот кому-то подошло чисто по личным каким-то условиям, чтобы исключить такое, нам нужна была выборка, она, ну, такая Ну да, да, большая. да, само И, соответственно, 50 было достаточно. И из этих 50 мы отобрали вот из 3 заводов один завод, который больше всего понравился. И после этого, это вот первый этап был. После этого вторым этапом наша команда вылетела в Китай. Прямо на этот завод. Да, в город этого завода. И там была одна такая вот смешная история. То, что название города, мы думали, что это Гуанчжоу. Ну, Гуанчжоу Все у знают всех на Гуанчжоу. слуху. Ну, Все знают этот город. Пекин, Гуанчжоу. Да. Как будто в Китае 3 города. Да, как будто Ну, так. они да. узнают Да. некоторые, те, которые на море И летают. мы реально купили билеты до Гуанчжоу, а Так. потом за 3 дня до вылета вот Семен говорит, я, кажется, перепутал город. А там не Гуанчжоу, а Цюаньчжоу. Ну, написано сзади что-то Джоу. Джоу. Ну, Да. Джоу, ну что ты? Да, Гуанчжоу, да, единственное. И вот, ну, билет уже менять смысла нет. И долетели до Гуанчжоу, и потом на поезде там, благо там скоростные поезда, которые там летят со скоростью 300-400 километров И раз. в час. И, ну да, там 800 или 900 километров было от Ага. Гуанчжоу. Ну, доехали на поезде. Так.
Поехали на завод. Весело. И все-таки доехали, Да. нашли этот завод. И... Конечно, нашли завод. Даже я больше скажу то, что представитель завода, наш менеджер, ну, завод там выделяет одного менеджера на каждого. Специально. Да. Этот менеджер тебя встречает. И, как правило, то есть нас встретили, такой шикарный микроавтобус, вот в фильмах же бывает, на котором Да. мафиози ездят. Представительского класса. Да, такой черный, крутой микроавтобус был, на нем встретили. Потом не сразу отвезли на завод, сначала отвезли поесть, повезли они в какой-то такие, ресторан. очень гостеприимные, кстати, да, китайцы очень Накрыли много огромный кормят. стол. Бутылка другая. Да, Обязательно. все бесплатно, все бесплатно. Конечно, да. Накормили, а потом уже сказали, вот теперь поели, давайте теперь поедем, посмотрим наш завод. И делает экскурсию. А туда мы полетели не просто так, а с нашим тестировщиком. Вот как я ранее говорил, у Семена есть дочка, ей 5 месяцев, она была нашей Офигеть. основной тестировщицей. Живой этот. Да, мы на ней тестировали. То есть, Да, как не смешно не звучит, но куда уж лучше. да, Эксперт. эксперт, наш Да, эксперт. да. Обычно же бывает вот аналогия, когда мафия, там, наркоторговля и все прочее, обязательно бывает, вот чувака заводят, говорят, ну-ка, возьми, тот нюхает, говорит, товар нормальный. Типа вот этого, да? Который точно знает, что вот, ну, немножко аналогия, да, отвлеклись, но аналогия очень такая, эксперт, который точно использует и который точно знает, что это хорошо или плохо. Да. Да. На котором можно испытать, насколько аллергично, протекает, не протекает, насколько Да. удобно сидит, неудобно. Это все у нас была такая возможность протестировать. И вот, пришли на завод, провели экскурсию, показали, как у них все это тестируется, работает. Запахи пошли. И после этого они нам дали сэмплы свои. Ну, то есть вот Опять- эти опять же образцы. Образцы, да. Так. Получается, эти образцы из порядка там 25, кажется, образцов мы отобрали 6 образцов, 3 трусика, 3 подгузника, и их отправили сюда. в Якутск. То есть заказали опять же опытную партию? Да, которая- опыт, там уже больше, ну, объем был большой. Ага. То есть, И если в опять же первый эти- раз по 10 штук было, то во второй раз у нас были там такие вот здоровые палеты по 40 штук, по 30 штук, и собрали вторую фокус-группу, Так. и которая отбирала уже не из 30 вариантов, которые были вот у первой фокус-группы, а конкретно из 6. Их задача была отобрать те, 2. которые вы отобрали из Да. этих. Ну, то есть, как бы это, как мисс мира, там дын-дын-дын, участников становится меньше и меньше. Да. И победить должен один. Да. Ну да, понятно. Аналогия. И тут я еще важную вещь скажу, то что когда отбирали вот эти вот сэмплы, ну вот когда наш тестировщик, да, в Китае тестировал, мы миксовали между еще этими сэмплами. То между есть, собой Да, еще. то есть наш товар это не из готового сэмпла образца, который уже лежит на заводе. Это микс из разных, потому что условно там есть давайте порядка... вот положите вот этого положите, да? Да, Ну, в подгузниках есть порядка 5 показателей. Да? Это резинка, это материал, это абсорбент, это форма и одну забыл. Анатомические данные, да, тоже же важны, да? каждый- Липучка. Вот, И вот, липучка. Да, 5-й показатель липучка. Вот. И по этим данным ты их миксуешь. То есть можешь сказать, вот из этого образца абсорбенты возьмите, из этого образца возьмите материал, из этого образца что-то возьмите резинки, с этого образца вот эти подкладки, А вот чтобы это не бы протекало и так далее. сделать бы чуть-чуть побольше, как будто не Да, хватает. да. Ну, грубо То говоря, есть так. там конструктор максимально такой, как конструктор, ты его как конструктор понятно, собираешь, да. тестируешь, и вот. Ну, грубо говоря, ты заканчиваешь, ты заказываешь песню, ты ее танцуешь. Да. Ну да. Еще у нас там была тоже одна интересная история в том, что вот я же говорил ранее, что было 10 заводов, и когда эти сэмплы пришли, с одного завода нам материал очень понравился, но этот завод, к сожалению, никто не выбрал. Ну, то есть само качество абсорбентов, резинок и так далее, оно было не очень, но материал был очень мягкий. И вот мы пришли с этими образцами, вот когда уже поехали в Китай, и сказали, мы хотим такой материал. Они потрогали, пощупали, сказали, подождите 3 дня, мы попробуем, потом придет через 3 дня, проверите. Найдем. Да, ну, пришли через 3 дня, и они максимально подобрали вот материал, который вот мы им показывали. И как потом оказалось, это оказался материал, который поставляется в Южную Корею. То есть южнокорейский какой-то знаменитый бренд подгузников был, и он использовал вот эти материалы, как раз таки, которые мы используем. Ну и, собственно, так, поэтому на упаковке мы решили поставить знак «Корейское качество». Корейское качество. Ну, потому то есть что, да. Материал это корейский. Такой интересненький есть. По сути, так и есть. Ну, да, материал корейский, абсорбент То есть, японский. подытаживая, можно сказать, что первый якутский бренд
корейский материал, японский абсорбент, Да. китайское производство. Ну, только сборная солянка. Да? Так, Андрей, скажи, пожалуйста, ну вот мы сказали, что первый якутский бренд, да, с какими вы сейчас сталкиваетесь трудностями, да, вот уже начались продажи, я так понял. Да, продажи начались примерно 3 недели назад. И трудности есть Так. в плане понимания людей. То есть люди, ну, большинство думают, мы читаем вот именно где-то в чатах, и так далее, в мессенджерах где-то пишут, то, что комментарии, да, взяли самые дешевые китайские подгузники, налепили лого и продают втридорого. Ну, ну, такой комментарий. грубо да. говоря, готовые взяли, содрали упаковку, налепили Да, свою, да. написали якутское название и смело Да. продали. Это, В конечно, принципе, в мировой практике это тоже считается нормой. в мировой практике это считается нормой, и даже у этого явления есть название. Это STM, собственная торговая марка. STM. STM. Собственная Собственная торговая марка. Так. Когда ты берешь готовый продукт, клеишь свой логотип и продаешь, это называется STM. В этом Ага. ничего мошеннического, ничего преступного нету. Этим занимается Ну, весь я не мир знаю, уже там очень Франческо давно. Донни, типа. Это бренд. Это уже бренд, да? Это бренд. Ага. А вот если взять условно те же STM-ки, то в знаменитой сети М-Видео есть свои STM, Ага. в Спортмастере есть свои STM-ки, Ага. в Динесе есть свои Донесси. STM. Да. Ага. Ну, То есть большие сети, они делают свои. могут взять качественный, сертифицированный, самый главный товар, да, Да. скорее всего. Потом Ну, то есть это же не проходит свою- подделка. Это не Абибас, условно, да? Да, вот Да. это уже подделка. Это То, уже что ты подделка, говоришь, да, это когда уже подделка. берутся вместо Гуччи написали Гуччи. Это подделка. Да, Абибас написали, Ага. и это подделка. Ага. Да. А вот STM. А STM это когда ты берешь готовый продукт, клеишь лого, получается STM. Вот то, о чем говорят, ну, о нас пишут. Но мы не STM. Так. Мы ни разу не STM, мы конкретно собственный бренд. Собственный бренд. Собственный да. бренд. Ну, то есть с этим проблемы возникают в первую очередь, Это, получается. да, в первую очередь. И во вторую очередь еще люди спрашивают, если оно производится в Китае, почему оно якутское? А. Ну, это такой тоже ну, очевидный вопрос. Ну, Так. вот возьмем телефон, да, твой, вот, Apple, Ну, iPhone. Он iPhone, да. американский бренд, Абсолютно. но производится в Китае. 100%. Да. Ну, Но считается американским брендом. Ну да. Ну, То же скажем самое. так, Coca-Cola самый известный в мире бренд. Но он везде Но он же производится. везде делается. Это Везде франшиза. делается. Это Да, самая франшиза. большая Но франшиза это в американский мире. бренд, который делается везде. То же самое с брендами одежды, кроссовок и так далее. Все производятся не Там в тех или странах, иначе. где... Да, там или иначе. Нет, ну, конечно, бывает. Ну, условно, Lexus делается иногда и в Японии. А Lexus может производиться и еще. Ну, это японский бренд. Ну, это японский Ну, бренд. все комплектующие с разных стран. Сразу, да. Да. Такая же история. вот. Такая же история с подгузниками. Да, да, да. Часть совершенно оттуда, верно. часть оттуда, Да. часть оттуда. Еще такой вопрос. Как вообще реализовывается вообще продукция? Наш продукт, да, вот как я ранее говорил, мы у коллег из Казахстана подсмотрели вот их сетевой маркетинг, который, ну, да, когда да, вот да, да. мамочки Мы продают. начали- И мы создали свою систему лояльности, так скажем, да, ну не лояльности, а систему продвижения, мы его называем клуб Мамджол, благодаря которому любая мамочка, абсолютно любая, может стать нашим партнером, покупать у нас по оптовой цене и продавать своим клиентам по розничной. Ну, сделав небольшую То есть свою надбавку. это некая такая социальная составляющая получается. Да, да, конечно. Это и прописано в нашей миссии компании. Забота о малышах и поддержка мам. Поддержка Наша мам. миссия Ну да, компании потому что многие мамочки, не секрет, что во время декрета, а у них часто бывает, что, ну, в моем случае, было второй раз сразу, первым ребенком сразу, сейчас же минимум 3 года можно сидеть, да, а то и 5 можно за уходу по ребенку, по уходу за ребенку. И некоторые чуть ли не годами сидят и начинают думать о том, что ой, я что-то отстала от жизни, я Да, что-то совершенно не самореализовалась, вот с ребенком сидела, и тут раз, И такое тут, подспорье. и тут, знаешь, есть неочевидная вещь, то, что проблема на самом деле не в деньгах. Конечно, деньги имеют место быть, Да. но это не в первую очередь. В первую очередь для мамочек очень важно общение, социализация. Вот поэтому и называется клуб, да? Да, Клуб. Как будто Да. я пошла в клуб. Да? это клуб, это объединение мамочек, Ага. где они собираются и общаются со своими клиентами. И друг с другом. И с И нами. друг с другом. Да. Ну, обмен опытом и все прочее. Да, новые совершенно знакомства, новое общение. Ну да. Вот буквально неделю назад мы делали презентацию, туда пригласили всех мамочек, Ага. рассказали про свой продукт. И также будем такие презентации делать ежемесячно, как минимум. скорее Ага. всего. Ну, где-то собирать наших партнеров, общаться, делиться мнениями.
еще один плюс в том, что условно к любому бренду ты не достучишься. Ну, то есть, условно, взять какой-то бренд подгузников, любой. Если ты захочешь там какие-то изменения внести, ты не сможешь, ну, можешь на почту написать, но то, что тебе ответят, ну, вероятность вообще нулевая. да, А мы да. вот рядом. Мы вот рядом. Да. А, Нам написали, мы это приняли, так называемый бэклог задач записали, и можем уже там со второй, третьей, четвертой партии уже эти изменения внести. что-то, То есть, что-то да, сделать. короткая обратная связь, я так скажу. Ага, ну то есть, учитывая то, что, собственно, компания здесь, своя. Да, мы Своя здесь. якутская. Да, мы здесь. Люди, которые принимают То решения, есть, вот здесь. те люди, которые заказывают музыку, прямо здесь сидят. Да, А поставьте Совершенно Лепса. И вот раз Лепса поставили. да. Друзья, ну, мы взяли паузу, дождались, да, и у нас все, кажется, уже все готово. Наш шеф сказал, что определяет все это по звуку даже. По звуку, да. Дальше, Семен? Да, ну, я думаю, уже, в принципе, Да, время. мы потомили буквально 50 минут. да, где-то. Да. Мы взяли паузу, эфирное время у нас телевизионное как это позволяет. И давайте смотреть, что у нас получается очень горячо, поэтому вот так хитро нам нужно избавиться От фольги. от фольги нашей. Ну, я очень хочу близко подойти. Ай-яй-яй. Careful. Вообще, какие ароматы Аромат пошли. хороший, да. Аромат очень хороший пошел, да. Семен, давай мы тебя попросим, как правильно сказать, сервирануть, положить. Засервировать. Положить, засервировать, как все правильно делаете. Да, это можно выкинуть. Андрей, у меня такой вопрос. Ну, что греха таить, что скрывать, я как человек, который имеет непосредственно к этому отношению, да, продажи уже идут и все прочее, да. Какие горизонты, какие планы вообще у компании, ну, скажем, как вы видите себя в развитии компании в ближайшие лет 5-10? Конечно, да. Создавая какой-то бренд, создавая его миссию, у нас есть некое видение, да, каким он должен быть через Да. энное количество лет. Детище, это же Да, все равно, да. Ну, каждый предприниматель, скажем, его бизнес, это Безусловно, вот, безусловно. это часть его жизни. Да. Это его составляющая, как бы неотделимо было бы то, что бизнес это все строго вот как бы по нотам все правильно расписывать, но для каждого предпринимателя его бизнес это все равно как его родной Конечно. ребенок. Да, безусловно. Согласись. Но я как предприниматель, по крайней мере для меня это так. И Да. вот, наш план такие. Сначала, условно, этот год, начало следующего года мы в Якутске, Мгм. то есть захватываем рынок. Захватываем так. Хорошо. Ну, захватываем, Хорошо в звучит. прямом смысле захватываем, но при этом мы будем придерживаться определенных принципов Ага. как при захвате рынка, потому что это честность, открытость. Это вот два основных принципа, которых мы будем придерживаться. То есть мы не будем играть в какие-то нехорошие, некрасивые игры с нашими конкурентами. Мы всех Да, уважаем, да. все классные, все крутые. Мы будем брать только нашей моделью, Мгм. это распространение через Как говорится, мамочек, пусть победит и нашим сильнейший. качеством. Конечно, Да. совершенно Мгм. верно. Так. А дальше уже масштабирование сначала Дальний Восток, потом Сибирь. Мгм. И после этого планируем уже выходить на рынок Латинской Америки. Пока видение такое. Даже вот такое Да, видение. да. Мгм. Латинская И Америка какие обязательно. предпосылки есть, ну, проводились ли специальные какие-то, может быть, маркетинговые исследования? Это откуда все данные? Вот. Эти все данные, вот как я ранее говорил, я работал в компании InDrive, оттуда я получил огромный опыт. И в рамках этого мы уже эти исследования, уже есть понимание, как работает рынок Латинской Америки, как работает рынок там Юго-Восточной Азии и так далее. То есть это понимание, в принципе, у нас есть. В какую сторону двигаются Да. и на что они, скажем так, клюют? Да. Потому что, по большому счету, да, мне очень нравится, например, история про создателя обуви, когда его отправляют в Африку, двоих камевояжеров, один говорит, беда, 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 тут никто не носит обувь. Второй говорит, ребята, тут вообще офигенный рынок, все тут ходят босые, мы Ага. все ходим. Да, Это тут, да, с разному- под разному углом. совершенно разные подходы, да. Да. И имея такое понимание, мы считаем то, что выйти на такие рынки это вполне реально. Мгм. Вот такие планы. Да, такие планы. Может быть, наполеоновские, но тем не менее. Как говорится, Ну, давай, как же без этого? да, как Иначе говорится, смысла да, нет. давайте пожелаем друг другу удачи. Итак, друзья, Давайте. наступает самый кульминационный момент нашей передачи, то, что больше всего люблю и то, что, собственно, почему я согласился быть ведущим этого проекта. Давайте пожелаем. Выглядит просто, да, Выглядит, да. шикардосина.
Не засолили, Да, чутка. как я и предвещал. А мне нравится. Ну, то есть мне достаточно. Ресторанское Да? богатство, ну, то есть кто хочет больше соли, перца он добавляет. И знаете, вот это блюдо еще одно из таких немногих блюд, которое на второй день еще лучше. Да. Да, это как борщ, который на Еще, второй день еще больше вкуснее. пожениться. Мне нравится это слово. Я знаю. Как борщ, да. Приходите, говорите, завтра, да? Да. Ну, ребят, очень вкусно. Передача наша выходит вечером, да, но вот сейчас мы снимаем утром, да, для обеда сытный, плотный мужской обед. Самое то блюдо. Андрей, спасибо тебе большое, у нас маленькое еще время остается. Я знаю, да, ты предприниматель, да, и часто же говорим, вот для предпринимателя его бизнес – это детище, часть его жизни, да. А вот как в твоей жизни, часть твоей жизни, отдых вообще присутствует? Какие у тебя есть хобби? Ну, безусловно, да, есть место отдыха, как говорится. И ранее, до того, как я там начал стартап и так далее, я активно занимался музыкой. Я с знаю, 2008 у вас группа, вы года, играете, да, с 2008 года я профессионально играю на Про это электрогитаре. хотел- Я знаю, поэтому, ну, Да. поэтому и спрашиваю. Группа Исола я был лидером этой группы. Ну, как был, сейчас эта группа тоже есть, но, правда, мы не особо сейчас много играем. Но там 2 раза в год можем сыграть. Что-нибудь выпустить, Да, выступить. на концертах выступаем. И сейчас это хобби, скорее всего, уже более домашнее. Сейчас у меня все мои гитары там дома висят. Все гитары. И бывает то, что Звучит- берешь по вечерам и играешь. Звучит же так, все мои гитары. Ну, потому что их Кру- кру- три у меня. Не, ну, круто звучит, да, Три, я к тому, что да. Да, ну вот это такое хобби, Такое которое хобби. в свое время очень помогало даже финансово. Когда я был студентом, Ага. мы, да. Встанешь на углу, Выступали сыграешь за- и Да? накидает монет тогда. Шутка. Да почему нет, да. Ну, образно так, но не так. Ну да. Да, нам подсказывают, что наше эфирное время, к сожалению или к счастью, заканчивается, подходит к концу. Да, и у Андрея у нас такая добрая традиция. Пожалуйста, на эту камеру пожелания для наших телезрителей. Ну, в целом, конечно, я не тот человек, наверное, который должен давать советы, я не такого уровня, но все же скажу то, что нет ничего невозможного, невозможное сидит у нас только в голове, надо просто изучать, брать и пробовать, только тогда что-то может получиться. Все, коротко так. Да. А я еще раз скажу, что у нас сегодня был директор компании, производителя первого якутского бренда подгузников Андрей Босиков. Еще раз огромное тебе спасибо за очень вкусную дымляму, думляму, Дымлама. дымляму, да, за эту интересную беседу. Семен Тарбахов, я Петр Цепандин. Друзья, мы на этом с вами потихоньку прощаемся. Будьте здоровы, и мы здесь часто говорим, ешьте как мы. Просто вкусно. Будьте здоровы.